Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Актуальные вопросы в сфере реализации закона Чувашской Республики о бесплатной юридической помощи. В администрации города Канаша состоялось совещание с участием министра юстиции и имущественных отношений Республики Натальи Тимофеевой. Федеральный закон о бесплатной юридической помощи принят в 2011 году и направлен на защиту прав и интересов незащищенных слоев населения. Это вдовы погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, умерших ветеранов боевых действий, граждане, имеющих 3 и более совместно с ними проживающих несовершеннолетних детей, реабилитированные лица, лица, освободившиеся из мест лишения свободы в течение 3 месяцев со дня освобождения. Бесплатную юридическую помощь оказывают адвокатские конторы, юристы, нотариусы, вошедшие в список участников программы. Среди получателей помощи 33 категории граждан, всего 193 тысячи человек по республике. Как консультацию, так и письменную консультацию, так и устную могут оказывать как органы исполнительной власти, так и органы местного самоуправления, адвокаты, нотариусы у нас и юрклиники, негосударственные центры, так и казенные учреждения, центр предоставления мер соцподдержки. То есть наши граждане, когда к вам будут обращаясь к органам местного самоуправления, вы их должны направлять к любому, на их выбор, на выбор гражданина, к любому участнику системы оказания мер бесплатной помощи. За время существования закона в Чувашии бесплатную юридическую помощь получили 149 тысяч жителей. За прошедший год 56 тысяч. Есть и повторные обращения. Увеличивается количество получателей через центры предоставления мер социальной поддержки. В основном работают по взысканию алиментов, улучшению жилищных условий вдов участников Великой Отечественной войны, защите прав сирот, детей-инвалидов, малоимущих граждан. В 2017 году мне хотелось бы все-таки, чтобы мы с вами активно поработали с гражданами, которые проживают в первую очередь на селе, потому что наши граждане в районных центрах очень нуждаются в квалифицированном виде помощи, которые они имеют право по закону. Вот если сегодня смотреть тенденцию обращения к адвокатам, мы сегодня видим, что реально по отчетности адвокаты 21% от тех, которые включены в список задействованных в системе бесплатной оказания юрпомощи, оказывают эту помощь. И на территории районов, которые на слайде сегодня присутствующих, мы говорим, Аликовский, Батаревский, Брестский, Красноармейский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский, Янтиковский районы. Это достаточно большое количество районов, где бесплатная помощь адвокатами 16-17 год не оказывалась. Министр ответила на вопросы канашских адвокатов, собравшихся граждан, и призвала активно работать в указанном направлении. Олеся Григорьева, Павел Павлов, администрация города. Благородную и очень нужную профессию оказывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается, выбрали себе работники социальных служб. Сегодня с профессиональным праздником, Днем социального работника, их поздравляют благодарные подопечные и сотрудники администрации. Профессиональный праздник сегодня объединяет специалистов города Канаша и Канашского района. Ежедневно они добрым делом и словом участвуют в жизни пожилых людей, инвалидов и жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Работников тепло поприветствовал руководитель комплексного центра социального обслуживания Марина Никитина и, пожелав дальнейшей плодотворной работы, наградила почетными грамотами. Надежда Маркелова, начальник отдела социальной защиты населения, на протяжении более 28 лет трудится в этой структуре. И об ответственности и старательности работников она наслышана от благодарных граждан. Вот вы, работая на этой службе, социальной службе, и когда вы помогаете нашим подопечным, пенсионерам, инвалидам, и когда наши подопечные остаются довольными, радостными и благодарят вас, вот это ваше достоинство, ваша работа, хочу сказать. И сегодняшний день хочу, поздравляя вас с этим праздником, пожелать вам каждому крепкого здоровья, долголетия. Стоит отметить, что сегодня среди гостей руководители и представители различных организаций. Чтобы у вас работа спорилась, трудности вы все преодолели. Хочу также отметить, что по поручению министра труда и социальной защиты Дмитрия Сергея Петровича мы в этом году мы оснастили свой компьютерный класс
И мы передали безвозмездно 8 компьютеров в хорошем состоянии, 8 столов и 8 кресел, чтобы ваши подопечные могли заниматься, могли познать науки, компьютерные науки. В целом в структуре Центра социального обслуживания находится 7 подразделений, одни из которых находятся в городе, а часть в районе. В домах для престарелых граждане также находят себе приют. Благодарные люди путем видеосообщения нашли возможность поздравить с профессиональным праздником специалистов. За время существования Центра более 5000 жителей получили специализированную помощь. Ирина Константинова, Евгений Назаров. Вести недели. С 20 декабря 16 по 1 мая 17 года Российская ассоциация героев организовала конкурс сочинений на темы воспитания будущих защитников Отечества, героизма и подвига героев-земляков. Ученицы канашских школ стали победителями конкурса. Мы встретились с одним из организаторов, руководителем аппарата Ассоциации героев Радием Галимзяновым, главой администрации и победителями. Сегодня мы с Владиславом Васильевичем, спасибо ему за поддержку и этого проекта, и в целом с удовлетворением хочу отметить за патриотическую работу, за уровень, который в Канаше существует благодаря его поддержке. Патриотическому воспитанию молодежи уделяется большое внимание. Это и спортивные объекты, кадетские классы, открытые уроки и конкурсы. Патриотический дух молодежи растет. Это мы наблюдали на праздновании Дня Победы 9 мая. В бессмертном полку было очень много молодежи, а всего прошло около 2000 человек с фотографиями своих дедов. По всему проспекту шли люди. Мне приятно общаться с молодежью, со школьниками, с выпускниками, потому что они очень грамотные, образованные и очень большой интерес проявляют сейчас к биографиям своих дедов и своих отцов, и, естественно, историю нашей страны. Я думаю, что у нас страна будет в надежных руках, потому что они сейчас с удовольствием идут, призываются и в армию. Я призываю наших горожан и молодежь активнее участвовать в развитии города. Я говорю, что есть проект развития нашего города. Повысить чувство гордости за подвиги, побуждение к изучению героической истории России, формирование уважения подрастающего поколения к ветеранам. Такие цели ставил перед собой проведенный конкурс сочинений, где приняли участие сотни школьников. В пору государственных экзаменов, волнений и переживаний за результат победа пришла как некий подарок судьбы. Хотелось бы поблагодарить Татьяну Витальевну Лукину за то, что она нашла для меня этот конкурс, и, конечно же, своего директора Захарова Николая Матвеевича. Они, пожалуй, те люди, которые вложили в меня больше всего и помогли мне достичь таких успехов. Я не ожидала того, что я смогу занять призовое место в этом конкурсе. То есть для меня моя победа была совершенно неожиданной. И я не думала о том, что я действительно смогу что-то выиграть, но мне подарили планшетный компьютер и мне вручили грамоту, и я надеюсь, что мне это поможет при поступлении в какой-нибудь вуз, потому что сейчас за портфолио дают немаленькие баллы, и я очень рассчитываю, что поступлю на факультет журналистики. Мы попросили рассказать девочек, о чем они размышляли в своих работах. В сочинении я рассказывала о любви человека к родине. То есть я говорила об истинном патриотизме, о желании людей защищать свою страну и оберегать ее от вражеских набегов. То есть я раскрывала тему любви к родине. Великая Отечественная война уходит все дальше и дальше в прошлое, и я считаю, что память о ней должна сохраняться в сердцах каждого, независимо от того, какой сейчас год. Я считаю, что долг нашего поколения – помнить подвиги солдат и офицеров войны, учиться у них мужеству, героизму, храбрости. Конечно же, этому и способствуют различные конкурсы и мероприятия, направленные на воспитание настоящих патриотов. И в таком конкурсе приняла участие я. Моя учительница русского языка и литературы Нелли Геннадьевна Николаева предложила мне принять участие в конкурсе сочинений о героях войны и вообще о войне. Я, конечно же, с радостью вовлеклась в это дело и решила, что не могу остаться в стороне, поскольку я считаю, что каждый человек должен помнить о тех, кто сражался во имя победы и во имя светлого будущего нашей страны.
И знаете, когда я писала свое сочинение под названием «Наша школа носит имя Героя Советского Союза Ивана Андреевича Кабалина», я узнала очень много интересных фактов не только о личности этого человека, но и о школе, в которой я учусь, и о городе, в котором я живу. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо организаторам этого конкурса за возможность вновь соприкоснуться с историей своей страны и, конечно же, за ценные подарки. Какое количество сочинений приходит из Чувашии, из Канаша, это символ как раз вот заинтересованности детей, символ уровня патриотической работы. Поэтому я хочу вот с удовольствием сейчас, Зав Васильевич, вас публично поблагодарить за поддержку этой работы. И я думаю, мы ее продолжим. Олеся Григорьева, Евгений Назаров. Вести недели. 9 июня тысячи людей в нашей стране отмечают праздник День группы советских войск в Германии. Группа была организована в 1945 году. В городе праздник отметили в Краеведческом музее. Подробности далее. Внимание! Ветераны ГСВГ, встать! Смирно! Поздравляю вас с 72-й годовщиной группы советских войск Германии. Желаю крепкого здоровья, долголетия и семейного счастья. Ура! 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 В 1945 году была сформирована группа советских оккупационных войск в Германии, преобразованная в 1954 в группу советских войск в Германии, а затем в 1989 в западную группу войск. С тех пор 9 июня отмечаем памятную дату, более известную в нашей стране как День ГСВГ. Хотелось бы пожелать вам, уважаемые ветераны, уважаемые школьники, кадеты, мирного неба вам. Никогда не воевать, а наоборот дружить. Дружите в школьные годы, ваша дружба в школьные годы – это мир во всем мире. В первую очередь этой группой из территории Германии был вывезен весь запас ядерных боеприпасов. Основные мероприятия по ликвидации пришлись на 1992 и 1993 годы. Прощальный военный парад в честь вывода западной группы войск состоялся 12 июня 1994 года в Вюнсдорфе. Официально прекратила свое существование 31 августа 1994 года. Встреча ветеранов – это память о погибших, воспоминания о своей службе. Я служил 68-70 годы в городе Новострелец, полевая почта 35018. Правильно говорит здесь Юрий Витальевич, как в то время немцы относились к нам. Мы с ними дружили, и население, особенно молодежь, к нам особенно хорошо относилась. Дальше. Мы дружили воинами немецкой армии, национальная немецкая армия у них была. Мы к ним в гости ходили, они к нам в гости ходили. А дальше, но трудные времена, вот здесь у нас и в Союзе, уборочное время мы ездили к ним помогать копать картошку в основном. И такое было. Все было. И вот то, что все было. И каждый воин, тут нечего греха таить или что-то. Германию, ГСВГ отобрали самых лучших. Каждый вот себе представь, кто служил, и считать, что ты самый был лучший. Требовали образования, требовали, не было судимости и другие параметры. И все мы этим параметрам отвечали и достойно отдали свои 2 года для защиты нашего Отечества. Олеся Григорьева, Евгений Назаров, Краеведческий музей. 12 июня страна отмечает День России. Поздравляем вас с этим праздником. Желаем мира и согласия вам и вашим семьям. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.
Канашский строительный техникум приглашает на обучение выпускников на базе 9 и 11 классов на бюджетной основе по основным специальностям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, сварщик. Наряду с основными профессиями строительный техникум предлагает платное обучение по новым специальностям: повар-кондитер и операционная деятельность в логистике. Отметим, что логист – это новая профессия, не так давно появившаяся на российском рынке труда, но уже пользующаяся большим спросом у работодателей. Логист занимается планированием закупок, управлением движения товаров и контролем поставок. Срок обучения по специальности повар-кондитер – 3 года 10 месяцев, а специальностью операционная деятельность в логистике в Канашском строительном техникуме обучат за 2 года 10 месяцев. Приемная комиссия работает по адресу Чувашская республика, город Канаш, Восточный район, дом 27. Телефон для справок 477 21.